Из Коми в Белгородскую область отправилось 2 автомобиля с гуманитарным грузом. Юг региона страдает от обстрелов, а потому помощь нужна как никогда. Посылки от жителей Коми сначала поступят в распределительный центр, а уже оттуда тем, кто нуждается в предметах первой необходимости. Проводила гуманитарный конвой Анна Зубарева. 2 авто набиты под завязку. Внутри предметы первой необходимости и продукты питания. Все строго по перечню, который предоставили сами жители Белгородской области. Набралось около 4 тонн. Мы понимаем, что вот в это время выражение этой солидарности и единства – это очень необходимые акции. Вчера президент России еще раз подчеркнул, что мы справимся со всеми вызовами и со всеми нападками со стороны наших недругов, если будем едины, плечом к плечу, отражать эти нападки. В сборе гуманитарного груза участвовали все районы Коми, власти и общественники. Говорят спасибо тем, кто откликнулся на призыв. В силу транспортной доступности Сыктывкара ближайшие откликаются чуть ли не на следующий день, а северные, и в силу логистики, они там на следующий через день все равно привозят. Но откликаются все. То есть нет такого, что кто-то остается в стороне, молчит. В любом случае все поддерживают с самыми добрыми пожеланиями. Да, вы, главное, довезите, передайте, скажите от нас там весточку, кто-то там записочку положит, кто-то там еще что-то. Но на самом деле такое добро и приятно видеть отклики у наших жителей. Через пару недель планируется отправление следующей гуманитарки. Возможно, уже на передовую. Волонтерский центр «Единой России» и региональный штаб «Мы вместе» продолжают работу. На сегодняшний день штаб «Мы вместе», региональный именно, он продолжает свою непрерывную деятельность. Мы до сих пор собираем гуманитарную помощь, сортируем его. Да, волонтеры у нас все еще работают. У нас около 200 волонтеров по республике. За рулем автомобилей опытные водители. На их плечах большая ответственность, а впереди длинная дорога. Больше 2000 километров в одну сторону и столько же обратно. Анна Зубарева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.